Школа Келинчек. Assalamu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan birlikda Latjan Production kompaniyasining Школа Келинчек ko'rsatishi va uning elib mang'uvchisi men Muhabbat Семятова. Сегодня наша героиня Шахадат Мухтарова. Ей 21 год. Она из Алматы. Студентка последнего курса Академии спорта и туризма. Салам, Шахадат. Салам алейкум. Мы получили твою анкету. Ты в ней написала, что хочешь научиться говорить на уйгурском языке. Ну, для того, чтобы помочь тебе, мы пойдем к эксперту в этом деле. Мне очень важна эта тема, и я готова учиться. Ну, тогда не будем терять времени, я предлагаю пойти прямо сейчас. Пойдемте. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dinlarda biz Школа Келинчек ko'rsatishidan kelib o'tirmiz. Bu qizimizning ismi Shahadat. Uyg'ur tilida mukammal so'zlayman deb sizga birlik keldik. Mayli, yaxshi Shahadat, xush kelibsizlar. Rahmat. Дильнур Касымова, кандидат филологических наук, исследователь в области развития и функционирования уйгурского языка, автор научных трудов, посвященных проблеме сохранения и развития уйгурского языка, вопросам двуязычия уйгуров. Она является автором первого самоучителя уйгурского языка, предназначенного для всех, кто хотел бы самостоятельно выучить уйгурский язык, который был удостоен премии «Ильхам». Дильнур Касымова является членом Международного ПН-клуба, членом Международного литературного фонда «Мозаика». Она преподает уйгурский язык студентам из различных стран мира. Главной проблемой, над которой работает Дильнур Касымова, является создание новых учебников и двуязычных словарей для всех желающих изучить уйгурский язык. Bugungi ko'rsatishimizning mavzusi ana tili. Ana tilimizda so'zlash intayin muhim, chunki u shunchalik go'zal. Bizning adabiyotimiz, naqshlarimiz uchun qizlarimiz bugungi ko'rsatishni yigitlarga qarash nihoyatda foydali bo'ldi. Dinlarda har qanday tilni o'rganishda qo'rshgan atrof nihoyatda chong rol o'ynaydi. Undan boshqa til o'rganishda har xil qoidalar bor, oddiydan murakkabga minishgan taraflar bor. Mana bizni dal shu masalalar qiziqtirdi. Undan eng muhimi til o'rganishda nimadan boshlash kerak? Mana shu haqida bizga bugun so'zlab berasiz. Yaxshi, siz to'g'ri aytib ketdingiz. Muhabbat, albatta til o'rganishda bir intilish bo'lish kerak. Bir sabab bo'lish kerak. Ixlos deymiz. Agarda u motivatsiya degan narsa bo'lmasa, vaqtida til o'rganish qiyin bo'ldi, nihoyat qiyin bo'ldi. Shu vaqtida o'quvchilar kelib boshlab qo'ydi-da, lekin o'qishni tashlaydi. Assalomu alaykum, qanaqa ahvolingiz degan so'zlarni o'rganib, shuni bilan tilni bilmadi, o'qishni to'xtatib qo'ygan ahvollar bo'ldi. Tushunishli, demak, bizga intilish, ya'ni motivatsiya kerak. Dal shunday. Chunki til o'rganishda eng qiyin narsani bizning bolalarimiz hisobga olmaydi. Albatta u salomlashish, tinchlik amallik so'rash o'ynaydi yaxshi, biroq da tilning yana o'zining strukturasi bor, tizi o'zining qurilishi bor, uning grammatikasi bor, fonetika degan leksikasi bor. Agarda uni o'rganmasa, vaqtida o'zi erkin so'zlamaydi.
Рахмет. Для изучения языка в первую очередь важна мотивация, то есть ваше огромное желание научиться. Вот современный человек, он когда-нибудь где-нибудь обучался и представляет себе, как вообще должен быть организован процесс обучения. Существуют традиционные подходы и какие-то новые методы сейчас выходят, да, вот современные. Вот скажите, я вот внимательно изучила вашу книгу «Самоучитель уйгурского языка», и, как я поняла, у вас тут своя методика, вот, и она заключается в том, что для начала мы должны начать с усвоения единиц языка. Это вот словосочетания, слова, звуки, потом предложения и так далее. И дальше переходим на грамматику. Правильно ли это? Конечно, у каждого преподавателя существует своя методика преподавания языка, и преподаватель исходит из конкретной ситуации. То есть вот если ученики они не владеют языком совершенно, то, конечно, его надо начинать с изучения алфавита и произносительных норм языка. А если, как в данном случае наша девочка, она все-таки знает язык, чувство языка у нее есть, тогда надо для нее разработать новую, другую методику на основании того, что уже есть, разработано в учебниках, не только в моей книге. Я думаю, что в данном конкретном случае ее надо уже обучать более высокому этапу, более высокому уровню, и требования к ней должны быть более жесткие, потому что слова она знает, она чувствует, фонетика родного языка в ней присутствует, но вот насколько она сможет теперь построить предложение на языке, вот это надо посмотреть. Хорошо, я с вами полностью согласна. Вот, и есть такой момент, когда в уйгурском языке путают, да, одушевленные и неодушевленные. На какие вопросы они отвечают? Допустим, в русском языке все неодушевленные отвечают на вопрос «неме», что, да? А все, что движется, одушевленное, на вопрос «кто». Вот, а в уйгурском языке вот по-другому. Да, уйгурский язык, он немножко отличается, не немножко, а довольно отличается от русского, от других языков тем, что в уйгурском языке, во-первых, нет рода, мы не различаем род. То есть мужской, средний, женский род мы не различаем. У нас есть только одна форма. И второе, одушевленное и неодушевленное, как вы спрашиваете, в уйгурском языке мы только человеку, только по отношению к человеку задаем вопрос «ким?», «кто?». А ко всем остальным одушевленным, например, собака, бабочка, кошка, в русском языке мы задаем вопрос «кто?», да? А в уйгурском «неме». Что? Суал қойыңа, что сізге? Нем. Неме. Неме. Яқшы. Кофон. Неме. Бу неме. Бу неме. Яқшы. Қыз. Суал қойың. Кем. Яқшы. Жігіт. Кем. Яқшы. Ишт. Неме. Жүже. Неме. Мүшік. Неме. Мүшікне сіз неме дедіңіз? Неме суалын қойдыңыз? Неодушевленный. Разве не одушевленно? Одушевленно, ну, в уйгурском языке Только люди. только люди, ну, Только к людям мы можем ставить вопрос кто, кем. на это яши. В уйгурском языке, в отличие, например, от русского языка, имена существительные одушевленные, а именно люди, отвечают на вопрос «ким», а все остальные одушевленные и неодушевленные имена существительные отвечают на вопрос «неме». Динораде, мы вот сейчас прошлись по единицам языка, это вот слова, словосочетания и так далее. А можно ли, используя их, плавно перейти, допустим, от повествовательной формы в вопросительную или в восклицательную? Да, конечно, как и в любом языке, в уйгурском языке есть и формы вопросительные. В данном случае, если мы изучили слова, то можно к ним задать вопрос. Вопрос мы можем задать с фиксальным способом. Это первое, у нас существует суффикс «му». Например, «бу ктап», «бу ниме», «бу ктап му»,
Bu nime? Bu yanfon mu? He, bu yanfon. В уйгурском языке bu kalem demeymiz. Bu kalamu. Bu kalem mu deyiş gerek. Evet. Şu hakkında sual oldu. Ya mu intonasyonu keltirdi. А мусыз суффиксыз суал болмайды. Значит, используя окончание «му», повествовательная форма преобразуется в вопросительную. Ну что ж, я предлагаю попробовать составить предложение. Хорошо. Шахадат, унда болса biz cümle tuspaqaylik. Marhamat, siz uyg'urcha bir cümleni aytib beqing. Masalan, я учусь. Men o'qiyman. Я o'ris tilida masalan men sizni сейчас учусь degan shaklda sizga jumla qurib berdim. Siz shuni я сейчас учусь deganni uyg'urcha aytib beqing. Не смогу. Men o'qiyapman. Men o'qiyapman. Men anglayapman. Men anglayapman. Men yozayapman. Men yozyapman. Yaxshi. Uyg'ur tilida hozirgi zamonninki ikki shakli bor. Birinchi shakli hozir men aytgandek, siz shuni takrorladingiz, naq hozirgi zaman. Это конкретно сейчас то, что происходит. Ikkinchi shakli u davomli hozirgi zaman. Uni biz o'ris tilida настоящее будущее deymiz. Demak, u hozirmi bo'lyotidi, aytimi bo'ldi, ya'ni biroz bir vaqt bo'ldigan bir harakat. Masalan, men o'qiyman. Men bugun o'qiyman, aytimi o'qiyman. Masalan, men universitetda o'qiyman. Я учусь в университете. Но мы можем сказать, я сейчас учусь. O'ris tilida сейчас degan so'z bilan biz hozirgi vaqtni bildiryapmiz. A uyg'ur tilida suffiks orqali bildirsa bo'ladi. Masalan, men o'qiyapman. Мы плавно перешли к грамматике. Для того, чтобы правильно излагать свои мысли, нужно знать грамматику языка. И вы согласны с тем, что в грамматике уйгурского языка фундаментальными являются две вещи, вот на мое ощущение. Первое – это порядок расположения членов предложений, это когда подлежащее в начале, сказуемое в конце. И второе – это виды окончания, это множественное окончание, притягательные, падежные и так далее. Да, Мухаббат, я вижу, что вы очень хорошо знаете грамматику уйгурского языка. Это похвально. Конечно, в уйгурском языке, да, грамматика и синтаксис, он отличается от русского языка. Почему я сейчас сравниваю с русским? Потому что это основной язык общения наших детей. Мәселен, біздің балаларымыз cümlelerini qanday qurdi. Apam üstüge bəsin dedi degan cümleni deb baqina deganda apam dedi üstüge bəsin. U xatam to'g'rimi? Apam üstüge bəsin dedi. Dedi degan u fe'l. Fe'l cümlenin oxirida turadi. Bu qonun. В уйгурском языке, в отличие от русского языка, подлежащее всегда стоит в начале предложения, а сказуемое в конце. Shahadat bo'lsa, hozir bir jumlani, bir necha jumlani siz uyg'ur tiliga tarjima qiling. Я пишу тебе письмо. Men sizga yozyapman xat. Мен sizga yozyapman xat. Мы сказали, что в уйгурском языке глагол сказуемое стоит в конце предложения. Мен sizga yozyapman xat, вы сказали. Мен sizga как должно быть? Xat yozyapman. Найди yaxshi. Дети учатся в школе. Balalar maktabda o'qiydi. O'qiyotidi сейчас. Balalar maktabda o'qiyotidi. Найди yaxshi. Shahadat, siz muhabbatdan so'rab beqing. У вас есть друзья? Или у вас их нет? Muhabbat, sizning do'stlaringiz bormi yoki yo'qmi? Yo'g'irladimdaq maqolba, do'stsiz odam qanotsiz qush, shuning uchun mening do'stlarim bor. Найди yaxshi. А у вас есть друзья? Mening do'stlarim bor. Ular uyg'urlarmi? Uyg'urlarmi bor. Найди yaxshi.
говорите с ними теперь на уйгурском языке. У вас это очень хорошо получается. Кроме того, в нашем языке есть паразитные окончания. Например, окончание «ру». Неме «ру». У меня только один ответ на этот вопрос. Ищекарву. Вот. И второе – это «чу». Например, «мянчу», «эвучу» и так далее. Мы считаем, что эти паразитные окончания лучше не использовать в нашей речи, потому что они делают наш язык уродливыми. Фундаментальным в грамматике уйгурского языка является правильное месторасположение членов предложений. Кроме того, правильное использование тех или иных окончаний. Это окончание множественного числа, падежные окончания, притягательные окончания и так далее. Уважаемые зрители, так как наша передача не является изучением языка за короткий срок, мы предлагаем завершить наш урок на данном этапе и обещаем, что обязательно вернемся к этой теме в наших следующих передачах уже на более высоком уровне. А сейчас предлагаем вам поупражняться, поговорить с вашими близкими на родном языке. Вот. И кроме того, рекомендуем вам книжку «Самоучитель уйгурского языка», автором которого является наш эксперт Дильнуреда Касымова. В этой книге приведены 25 уроков по самостоятельному изучению уйгурского языка. Кроме того, приведены тексты, прочитав которые, вы можете пополнить свой словарный запас. И еще я рекомендую вам очень хороший сайт. Телачар называется. Вот на этом сайте вы можете найти перевод любого слова в режиме онлайн. Мана бүгінгі көрсетішіміз ақыры келіп қалды. Дильнуреда, сізге көп рахмет. Бұныңдан кейін ішлеріңізді құттықтауын тілейміз. Меніңше болса, бүгінгі сабақ нағайты жоғары дәрежеде өтті. Sizga rahmat. Şahadat sizga rahmat, chunki siz til o'rganishga intilganingiz bizning yoshlarımizga ulgu bo'lib qolar. Endi yana aytadiganim, Qozog'istonda bo'lgan bizning Almatada Qozog'iston Assambleyasining yanında yaşanmış mektepler var. O yaşanmış mekteplerinin yanında Uyghur tilini bekar öğretilen kurslarımız var. Merhamet, bugünümüzde sana şey kesanım oldu. Шахадат, я думаю, теперь ты без стеснения будешь говорить с своими близкими на родном языке. Молодец. Шындахмы. Рахмет, мен әді ұғырча сөйлеймін. Рахмет, дилетті өтіміз бар. Sizga rahmat. Нағайт яқшы біздің айт құрса, қымылнақ болса, әрқачан ұйғырчы сөзлеп, ұйғырчы көрсетішілерін көрелі. Шуның белән бүгенге көрсәтешебез тәмам булды. Школа килинчәк көрсәтешне youtube.com тор бетидән көрәңләр. Енеп тидарлашкыча аман булайлы. Ooh.